Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 22 февраля в нашей истории. 22 февраля 1916 года во время Первой мировой войны полковник Андрей Лакербай был переведен в 4-й Кавказский пограничный пехотный полк и назначен командиром 4-го батальона. 22 февраля 1921 года в Гагре была установлена советская власть. 22 февраля 1921 года в Сочи вышел первый номер газеты «Голос трудовой Абхазии». Ее редактором стал Николай Акертава. Газета сообщала о начале восстания в Абхазии и призывала население к активным действиям. Всего за пределами Абхазии вышло 6 номеров «Голоса трудовой Абхазии». Затем она была переименована в «Трудовую Абхазию», а еще позже – в «Советскую Абхазию». 22 февраля 1939 года арестовали Адили Абасаглы как члена семьи Нестора Лакоба, в квартире которого она жила около 2 лет. Напомним, что Адили Абасаглы была невесткой Сарии Лакоба, супруги Нестора Лакоба. По воспоминаниям Адили Абасаглы, во время ее ареста в качестве понятого привели молодого поэта Киазыма Агумаа, который жил по соседству. Когда молодому человеку стали понятны намерения чекистов, он попытался воспрепятствовать аресту. Более того, поехал с ними в НКВД. Но юного заступника оставили у порога. До сих пор помню, как за мной с шумом захлопнулась дверь, на долгие годы отгородившая меня от нормальной жизни, пишет Адили Абасаглы в книге воспоминаний «Моя Абхазия. Моя судьба». İşten rıtzhakvan, içnü, nestere raznik, apsva drıpken, apsın, uçim çiğra gudavut ezegin. Art zegi rıtzhalpihet, acazala, acıvica, işgala bakıtıcın, ana rana, rıtzıtalar, ивахар, нас амацу гештерует. Абхазия не исчезнет никогда. Она станет в будущем знаменитым курортом. Вы меня вспомните. 22 февраля 1978 года по требованию руководства ЦК Компартии Грузии Бюро Абхазского обкома партии провело партактив с повесткой дня о неправильных взглядах и клеветнических измышлениях, содержащихся в коллективном письме. Речь шла о знаменитом письме 130, направленном в адрес высшего руководства СССР о попрании прав абхазского народа. Абхазский обком, выполняя волю тбилисских властей, осудил авторов письма, а некоторых решил наказать еще строже. Так, трое из 130 – Алексей Джения, Юрий Аргун и Иосиф Ахиба – были исключены из партии и освобождены от занимаемых должностей. Массовые протесты и многотысячные сходы стали ответом на недальновидные решения Абхазского обкома. 22 февраля 1985 года Юрий Воронов, археолог, ученый-кавказовед, защитил докторскую диссертацию на тему «Восточное Причерноморье в Железном веке». 22 февраля 1994 года в Женеве состоялся 3-й раунд переговоров по урегулированию в Абхазии. В ходе этого раунда сторонами и участниками встречи удалось в целом согласовать текст совместного политического заявления по урегулированию грузино-абхазских взаимоотношений и 4-стороннее соглашение о возвращении беженцев и перемещенных лиц. 22 февраля 2002 года ЦИК Абхазии отказал в регистрации кандидатам от оппозиционного движения «Возрождение». Представители оппозиции в знак протеста заявили об отказе участвовать в выборах в Народное собрание. 22 февраля 2012 года на автотрассе Гудаута-Сухум было совершено 6-е по счету покушение на президента Абхазии Александра Анкваба. В результате обстрела кортежа в районе поселка Дружба Гудаутского района 2 офицера охраны главы государства Ремзик Цугба и Тенгиз Пандария погибли. Президент не пострадал. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по 3 статьям Уголовного кодекса. 6 предъявлено обвинение. Судебный процесс продолжается. 3 человека по данному делу находятся в розыске.
22 февраля 2012 года президент России Дмитрий Медведев вручил Хибле Герзмава, солистке Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, удостоверение и нагрудный знак «Народный артист Российской Федерации». 9 января 2012 года указом президента Российской Федерации за большие заслуги в области искусства Хибле Герзмава было присвоено почетное звание народной артистки Российской Федерации. 22 декабря 2013 года работа художника Батала Джапуа признана лучшей на конкурсе логотипов к 20-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. 22 февраля 2014 года в Абхазии в Парке Славы состоялось перезахоронение героя Абхазии Арзамета Тарба и награжденного медалью за отвагу Зураба Агрба. Два близких друга, погибших в один день во время мартовской наступательной операции по освобождению Сухума в 1993 году, числились в списках пропавших без вести 20 лет. У будущих поколений есть с кого брать пример. И наша задача – донести это до них. Чтобы выжить и продвигаться вперед в этом глобальном мире, нужны не только храбрость и отвага, чтобы защитить себя физически, но в не меньшей степени такая же отвага нужна и для решения других жизненно важных вопросов в мирное время. 22 февраля 1904 года родился Александр Чача, специалист по табаководству, кандидат сельскохозяйственных наук. Около 30 лет работал на Абхазской табачной опытной станции. При его непосредственном участии было выведено 12 сортов табака. Чача – автор научных трудов по селекции табака. 22 февраля 1911 года родился Сандро Сангулия, журналист и писатель. Работал на протяжении 40 лет в редакции газеты «Апсыныкапщ». Он был первым диктором абхазского радио, вещавшего на абхазском языке. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт. Был литературным работником в дивизионной и армейской газетах. Демобилизовавшись после тяжелого ранения, он продолжил работу в газете. 22 февраля 1932 года родился Мушни Микаа, поэт, писатель. В разные годы работал редактором Абхазского государственного издательства, редактором отдела поэзии журнала «Алашара». Мушни Микаа – автор свыше 15 поэтических, прозаических сборников романа. По мнению критиков, стихи поэта проникнуты народной творческой мудростью, а язык его отличается лаконичностью, изяществом, искренностью интонации. Избранные произведения Микаа вошли в трехтомное собрание сочинений. 22 февраля 1933 года родился Константин Герхелия, поэт, переводчик, публицист. В разные годы работал литературным сотрудником газеты «Апсыныкапщ», журнала «Амцебс», главным редактором Государственного комитета Абхазской АССР по телерадиовещанию. В первом номере литературно-художественного журнала «Алашара» были опубликованы его лирические произведения. Стихи Константина Герхелия включены в антологию абхазской поэзии. 22 февраля 1949 года родился Валерий Агрба, герой Абхазии. С первых дней войны вступил в ряды народного ополчения, принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте, являлся командиром батальона «Белка». Валерий Агрба – один из организаторов боевых партизанских отрядов в селе Ктол. Он участвовал в боях за населенные пункты Кындых, На, Тамщ в июльской и сентябрьской операциях. С боями дошел до государственной границы Абхазии. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 22 февраля в мировой истории. 22 февраля 1714 года учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад. 22 февраля 1968 года открыта первая советская полярная станция Беллинсгаузен в Западной Антарктиде. 22 февраля 2015 года прощенное воскресенье, последнее воскресенье перед Великим постом или седьмое воскресенье перед Пасхой. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 22 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это плюс 15 градусов. Самая же низкая температура плюс 4 градуса в 2011. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.